В эфире новости спорта, в студии Власий Сергеев. Россиянин Андрей Рублев победил венгра Мартона Фучевича в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов серии «Мастерс», который проходит в Майами. Встреча продолжалась 52 минуты и завершилась со счетом 6-2, 6-1. Для спортсменов эта игра стала третьей в их очном противостоянии. В двух предыдущих случаях победу также праздновал россиянин. В следующем круге Рублев, посеянный на турнире под 4-м номером, сыграет с хорватом Марином Чиличем. Напомним, россиянин занимает 8-е место в рейтинге ATP. В его активе 8 титулов под эгидой данной организации. На стартах серии «Большого шлема» лучшим результатом россиянина является выход в четвертьфинал. Этой ночью футболисты сборной России в гостях сыграют с командой Словакии в рамках третьего тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года. В данной игре своей команде не сможет помочь защитник россиян Александр Жиров, выступающий за немецкий Занхаузен, поскольку между Словакией и Германией существуют жесткие карантинные ограничения. Также на поле не появится получивший повреждения полузащитник Краснодара Игорь Смольников. Ну а что касается словаков, то пропустит игру один из лидеров команды Станислав Лоботка из итальянского Наполи. В данный момент россияне возглавляют свою группу, победив в первых двух турах команды Мальты и Словении. Матч Словакия-Россия стартует в 3:45 ночи по якутскому времени. Российский нападающий итальянского футбольного клуба «Фиорентина» Александр Кокорин возобновил тренировки после пройденного курса лечения травмы. Напомним, россиянин в мартовском матче серии А против римской Ромы получил повреждение прямой мышцы бедра и с тех пор на поле не выходил. Сообщается, что Кокорин будет готов к игре против Аталанты, которая пройдет 11 апреля. Напомним, нападающий перешел в «Фиорентину» из московского «Спартака» в январе текущего года. За это время он принял участие в 3 матчах, проведя в сумме 77 минут на поле и не отметившись результативными действиями. Московский ЦСКА на своем льду одержал победу над ярославским «Локомотивом» в 7-м матче четвертьфинальной серии плей-офф континентальной хоккейной лиги и вышел в полуфинал турнира. Встреча завершилась со счетом 2-0. Авторами заброшенных шайб стали Мэтт Робинсон и Максим Шалунов. Таким образом, армейцы выиграли серию со счетом 4-3. В финале западной конференции они сыграют с петербургским «СКА», который в своей серии со счетом 4-1 победил московское «Динамо». Противостояние ЦСКА со «СКА» начнется 2 апреля в Москве. Напомним, что московский клуб является действующим победителем Кубка Гагарина. Перейдем к событиям нашего региона. Якутянки стали победительницами 2-го открытого чемпионата Республики Тыва по бодибилдингу. Соревнования, участниками которых стали порядка 60 мужчин и женщин из различных регионов страны, прошли в Кызыле. Мария Тастыгина заняла 1-е место в номинации «Фитнес-бикини» в категории «Мастерс». Также в ее активе серебро в ростовой категории. Ее сокомандница Лариса Тастыгина отпраздновала победу в абсолютном первенстве в ростовой категории «Фитнес-модель». Якутские ушуисты завоевали 11 медалей на дальневосточных играх боевых искусств, которые прошли в Хабаровске. Республика в этой дисциплине была представлена 5 воспитанниками специализированной спортивной школы Олимпийского резерва «Хатой» под руководством тренера Василия Самсонова. Наилучшего результата добилась Анна Романова, оформившая золотой хэт-трик. Якутянка стала первой в состязаниях по тайцзи-цюань с оружием, и без него также она первенствовала в парном выступлении. Всего в активе сборной республики 6 золотых, 4 серебряные и 1 бронзовая медали. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!